В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Почти месяц, как для посещения общественных мест по всей республике введена система QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Как работает эта система, что делать, если человек вакцинирован, но не может получить свой QR-код, и сколько он действует, если после получения прививки человек все же заболел? На эти и другие вопросы нам ответит директор Якутского республиканского медицинского информационно-аналитического центра Аида Коростылева. Аида Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько человек в республике уже получили QR-коды, есть ли у вас такие данные? Ну, достоверно сказать, сколько человек на сегодняшний день имеет действующий QR-код, сказать сложно, так как сроки разные, да, допустим, по привитым. Если человек вакцинировался спутником ВИ, то срок действия QR-кода – это 1 год. Если же прививку получили спутником Light или Epivac Corona, то срок действия 6 месяцев. Второе, по заболевшим установленным диагнозом COVID, QR-код приходит в личный кабинет госуслуг на 6 месяцев после выздоровления. Третье, при отрицательном ПЦР-тесте срок действия QR-кода 72 часа. И со следующего года QR-код смогут получить граждане, которые имеют медицинский отвод, срок действия по установленному диагнозу. По всем 4 пунктам QR-код приходит в личный кабинет портала госуслуг, но если имеются технические проблемы, да, проблемы с авторизацией и так далее, то человек может обратиться в МФЦ, где может получить помощь по авторизации в госуслугах, либо получить распечатанный сертификат с QR-кодом. На сегодняшний день, по информации МФЦ, обратилось за прошлую неделю 1322 человека. Насколько защищены персональные данные гражданина при предъявлении QR-кода проверяющему? Ну, персональные данные защищены полностью. QR-код – это цифровой штрих-код. Проверяющий при сканировании смотрит сертификат действующий или не действующий. Первые 2 цифры и последние 3 цифры паспорта и дата рождения. Все, остальные данные по пациенту ему недоступны. Вот вы рассказали по обращениям, как раз нам часто задают вопрос, что делать, если код не пришел в госуслуги. Есть ли какие-то установлены для этого сроки, после которого куда-то нужно обращаться? Да, действительно, такие проблемы имеются. Проблем таких несколько. Да. Первое – это если у человека учетная запись в госуслугах не подтверждена, тогда необходимо, вот, как я сказала, обратиться в МФЦ, где ему помогут пройти процедуру авторизации. Второе, если у человека введены не полностью данные по паспорту, СНИЛСу или полису ОМС, тогда ему необходимо ввести полные данные и получить подтверждение. И третье, если медорганизация внесла некорректные данные в федеральный регистр или еще не внесла, в таком случае необходимо обратиться в медицинскую организацию. Человек получил вакцину, но через какое-то время переболел. Действие его QR-кода вакцинации аннулируется, и какое будет актуально? Да, по переболевшим, будучи вакцинированным, срок действия QR-кода меняется, то есть он получает QR-код после выздоровления на 6 месяцев, как переболевшие граждане ковида. Сейчас, кажется, обсуждается вопрос о продлении срока действия QR-кодов для переболевших до 1 года. Так ли это? Ну, достоверно подтвержденной информации такого нету, поэтому срок остается прежним, это 6 месяцев. Тем, кто получил вакцину «Спутник Лайт», QR-код выдается только спустя 21 день. До этого времени он не может посещать общественные места, или как быть в этой ситуации? Ну, если человек ранее не болел или не получал вакцину и получил прививку спутником Light, то иммунный ответ формируется после 3 недель. Соответственно, QR-код поступает через 21 день. Поэтому спутник Light, он, в принципе, рекомендован как ревакцинация или для переболевших. То есть 21 день нужно воздержаться от посещения общественных мест после получения вакцины «Спутник Лайт». Да, желательно для сохранения своего здоровья. Если у гражданина не обновились данные в госуслугах,
вовремя не были внесены имеющиеся данные медучреждениям. Куда обращаться? Ну, вариантов два. Это необходимо формировать обращение через портал обратной связи в госуслугах. Рассмотрение таких обращений у нас сроки тоже ограничены, это 24 часа. Или обратиться в медорганизацию по месту получения прививки или по месту обращения при заболевании. Очень часто также спрашивают, какая вакцина кому рекомендована, как выбрать самому при посещении прививочного пункта, на что обратить внимание в первую очередь. Ну, при первом получении вакцины рекомендована двухкомпонентная вакцина, это спутник Ви или Эпивак Корона. Если человек переболел или проходит ревакцинацию в течение 6 месяцев, то можно получить спутник Лайт. Многим нашим телезрителям не совсем понятно само понятие коллективный иммунитет. Вот расскажите подробнее об этом, сколько человек должны получить вакцину, чтобы этот иммунитет сформировался. Ну, коллективный иммунитет формируется, когда у нас проходит полностью максимальная иммунизация населения, да, когда человек уже имеет антитела для сохранения своего здоровья. Ну, у нас на сегодняшний день активно идет вакцинация. По республике Саха-Якутия полностью вакцинацию прошли у нас более 400 тысяч человек. Это хороший показатель. Угу. Вообще, если говорить в целом, как долго будет действовать система QR-кодов в республике при посещении общественных мест? Ну, действие введения QR-кода – это способ ограничить распространение коронавирусной инфекции и пандемии в целом. По состоянию на середину ноября рост темпов заболеваний сохраняется более в 60 регионах страны. И выполняя свою конституционную обязанность, органы власти должны принимать своевременные, необходимые и адекватные меры для защиты жизни и сохранения здоровья граждан. Ну, ведь высшей ценностью человека является его жизнь и здоровье. Поэтому QR-код – возможность снизить темпы инфицирования, снять нагрузку на врачей, чтобы мы максимально быстро вошли к нормальному режиму работы. Что бы вы сказали тем людям, которые еще не получили вакцину и находятся в раздумье? Ну, на сегодняшний день у нас статистика тоже подтверждает, да, факт. Те граждане, которые получили вакцину, они переносят заболевания в легкой форме. У нас нет в стационарах больных на ИВЛ или на кислороде, те, которые прошли вакцинацию. Это уже показатель, я думаю, подтверждающий, что вакцина помогает людям. И поэтому рекомендуется, если человек переболел, все-таки до истечения срока 6 месяцев привиться, получить вакцину или пройти ревакцинацию. Хочется вернуться все-таки к коллективному иммунитету. Каков процент нужно достичь и каков процент по вакцинации у нас сейчас? Повторите, пожалуйста, об этом. Ну, по рекомендации Минздрава России это 80% взрослого населения. Ограничительных мер у нас не так много, скажем так, да, как применяется в других странах, как было и в Китае, когда тотально ввели локдаун. В Сингапуре, допустим, а в России нет таких сильных ограничительных мер. Поэтому, чтобы достичь действительно коллективный иммунитет, максимально надо пройти вакцинацию. Вернемся к теме QR-кодов. Существует ли альтернатива QR-кодам для лиц, которые вакцина противопоказана, например, с хроническими болезнями? Да, ну, те граждане, которые имеют хронические заболевания, которым противопоказана, да, вакцинация, они получают медицинский отвод. Пока действует медицинская справка по утвержденной форме Минздрава Республики, со следующего года те граждане уже могут получить цифровой код, ну, QR-код в личном кабинете госуслуг или распечатанный МФЦ.
Если возникают вопросы по QR-коду, куда обращаться? При возникновении вопросов или проблем получения QR-кода можно формировать обращение в портал госуслуг. Существует горячая линия Минздрава 122 по номеру 122, либо обратиться в медицинскую организацию. Аида Викторовна, спасибо, что нашли время, пришли к нам и ответили на наши вопросы. Желаем вам успехов в работе. Спасибо большое. А я напомню, о системе QR-кодов нам рассказала директор Якутского республиканского медицинского информационно-аналитического центра Аида Коростылева. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.